2023 год в Республике Коми проходит под знаком Года молодежи. В его рамках Дворец культуры и техники запустил новый творческий проект – городской конкурс талантов «10-классный дуэт». В нем приняли участие одаренные ребята 10 классов и студенты первого курса колледжа. Ни для кого не секрет, что 2023 год в республике объявлен был Годом молодежи. И перед Дворцом культуры и техники стояла задача, естественно, акцент делать на молодежные мероприятия. И в такой год, конечно, хотелось создать что-то новенькое. Поскольку некоторые проекты у нас, так сказать, ушли в историю, да, молодежные, такие как «Парень года», «Краса инты», сейчас гораздо сложнее уже проводить. И поэтому, подумав, я решил, что а почему бы не сделать вот такой вот микс? Есть различные там мисс и мистер, да, но мне не хотелось там какие-то картинки, да, чтобы это были там, или делать акцент на внешние данные, а именно мы все-таки работаем в культуре, мы работаем в творчестве, то и хотелось увидеть талантливые дуэты. Так и родился этот проект. И чтобы более конкретизировать аудиторию и уравнять участников условиями, возрастными рамками и так далее, мы решили, что все-таки десятиклассники – это возраст и время учебы, когда более, наверное, более свободные в контексте, что не обременены ЕГЭ, ОГЭ и различными такими нагрузками, хотя нашу молодежь общественно сейчас нагружают тоже очень активно. И поэтому в октябре мы собрали, благодаря общеобразовательным учреждениям, колледжу, дуэты. Изначально их было 7, к сожалению, 2 дуэта во время подготовки к финалу у нас отсеялись. Финал шоу прошел в минувшие выходные. Это яркое событие закрыло Год молодежи в нашем городе. Здесь организаторы совместили яркие номера различных коллективов и выступления участников проекта. Мы постарались сделать финал массовым, поскольку еще идет и церемония закрытия Года молодежи. Привлекли силы и города творческие, и культуры. Поэтому думаю, что это будет очень необычно для молодежи, поскольку у нас даже классические произведения будут звучать. Сегодня мы покажем результат труда, финал, который состоит из 4 этапов, где ребята себя проявят не только творчески, но и спортивно. Покажут себя как ораторами в этапе презентации дуэта. И, конечно, насколько талантлива молодежь в нашем городе, сегодня вот мы и посмотрим. Сегодня вас ждет закрытие Года молодежи в Республике Коми и великолепный конкурс талантов «10-классный дуэт». А открыли его учащиеся лицея номер 1 города Инты и несравненная Дарья Гавриленкова. А проведем его мы, Александр Филиппов и Антон Каминский. Наши конкурсанты раскроют свои творческие таланты и продемонстрируют вам свою слаженную работу. И сегодня в конкурсе талантов 10-классный дуэт принимают участие. Дуэт номер 1 – Ксения Катанзийская и Павел Мороз, учащиеся 10 класса гимназии номер 3. Дуэт номер 2 – София Лавренова и Андрей Дюрягин, учащиеся 10 класса школы номер 10. Дуэт номер 3 – Анастасия Смычок и Арсений Жуковский, Иркутского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа. Дуэт номер 4 – Софья Фарис и Григорий Кучеровский, учащиеся 10 класса школы номер 8. Дуэт номер 5 – Ольга Румянцева и Сергей Михайлов, учащиеся 10 класса гимназии номер 2. Познакомить зрителей с дуэтами, которые дошли до финала шоу, задача этапа презентация. Как именно проводить визитку, решали сами пары. Участники рассказывают о дуэте, о своих заслугах и достижениях, раскрывают личностные качества и творческий потенциал, критерии оценок, оригинальность идеи, замысел.
Раскрытие темы. Культура речи. Сыгранность дуэта. Харизма дуэта. Максимальное количество баллов за один критерий – 10 баллов. Встречайте. Первый дуэт. Ксения Катанзейская и Павел Мороз. Ранее ребята учились в разных школах. Ксения в 9-й, Павел в 5-й. В этом году они стали учащимися гимназии номер 3 и согласились представить учреждение на конкурсе. Ребята много времени уделяют творчеству и развитию. Ксения любит создавать работы своими руками, а Павел заканчивает детскую школу искусств по классу фортепиано и увлекается разными видами спорта. Я с этого года, получается, перешел в ее школу, и мы начали учиться. Я там познакомился с ребятами, вот с ней тоже познакомился, и как бы мне предложили защитить честь гимназии. Я подумал, почему бы не попробовать. И как-то получилось, что Ксения, получается, староста класса, и ее тоже выбрали, она такая ответственная девочка. Мы очень талантливые и творческие люди, нас решили позвать на конкурс. Ксения, например, закончила художественную школу и уже успела сделать несколько впечатляющих работ своими руками. Направление, в котором она работала, это декоративно-прикладное искусство. Она любит экспериментировать разными материалами и техниками. В то же время Павел заканчивает ИШИ по классу фортепиано и увлекается видами спорта, как самбо, волейбол, баскетбол. Дуэт школы номер 10 София Лавренова и Андрей Дюрягин учатся вместе с 5 класса. В 9 классе вместе они танцевали выпускной вальс, а в этом году согласились представлять школу в новом проекте. Нам в школе предложили, то, что будет вот такой вот 10-классный дуэт, не хотите ли вы выступить? У нас изначально было 2 пары из 10 школы, одна отказалась, и вот мы остались. Да. А выступили мы вместе, потому что мы до этого вместе учились в одной школе, вместе танцевали на выпускном, и подумали, что что-то было вместе, да, так сказать. Вот так вот. Фамилия, имя, отчество. София Лавренова Константиновна. Пол. Женский. Псевдоним. Окунь. Дата рождения. 09.04.2007 год. 16 лет. Рост. Чуть меньше рыси из района Удмуртии. Телосложение. Худощавая. Глаза. Не косые. Вес. Слава богу, 53. Цвет волос. Темно-коричневый. Отличительные черты. Имеет шрам на правой брови. Из-за него, когда злится, похоже на окуня. Так и получила свой псевдоним. Стрижка средней длины. Обучается. В школе номер 10. Специализация. Художественная школа, музыкальная школа, танцы. Характер. Вспыльчивый. По словам очевидцев, когда злится, то на ее голове можно приготовить котлеты. Предыдущие аресты. Нет. Дополнительная информация. По некоторым данным, любит классический стиль одежды. Свидетели говорят, что разыскивается приятный собеседник. Может втереться в доверие практически любого человека. Видели на улице гулять с собакой породы чихуа-хуа. Фамилия, имя, отчество. Дюрягин Андрей Александрович. Пол. Мужской. Псевдоним. Шкаф. Дата рождения. 09.03.2007 год. 16 лет. Рост. Как 3 тумбы. Телосложение. Деревянная. Глаза. Есть. Вес. По ощущениям грузчиков, килограмм 75. Цвет волос. Русый. Отличительные черты. Имеет большой шрам на кисти, но скрывает это ввиду своей утонченной души. Студенты Интинского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа Анастасия Смычок и Арсений Жуковский знакомы с детства, так и ходили в один детский сад «Белочка». Но школьные годы развели их порознь. Вместе вновь они встретились уже в колледже. Сейчас они студенты одной группы. Ребята активные участники общественной и творческой жизни учебного учреждения. Поэтому согласились представлять колледж на конкурсе. Мы вышли в образах, и это неспроста. Поэзия «Волшебный мир» нас раскрывает. И зачитаем мы про нас текста. Пускай не та, а нас с тобой узнает. К сегодняшнему дню готовились с тобой. Смеялись и ругались очень сильно. Позволь
Позволь тебя представлю миловидно, местами рыцарем, местами и обидно. Ужалить снова норовишь? Не выйдет, изучил твои повадки. Ты зря себя непобедимой мнишь. К барьеру! Я готов к неравной схватке. Начнем рассказ о Насте и об овоще. Точнее, о красавице и чудовище. Родила царица в ночь. Нету сына, нету дочь. Без особых умений. И да, о ком же я? Ах, да, Арсений. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Ответ простой. Кто шоколадки я с горой? Ну как тебе мой юморок? Что скажешь, Настенька Смычок? Значит так? Ну-ка, дайте ко мне бит. Сидел на скамейке Арсений Штрафой. Арсений в футболе играл запасной. И в волейболе, и в карате. В плавании тоже сидит на скамье. Ждет он успеха, но он не идет. Успех на Арсения только забьет раунд. Сложно ли работать в паре? Нет. Раньше было сложно, да. Поначалу я ее вообще не знал. Она меня там иногда видела. С детского садика я вообще его еще знаю. А так сейчас вот общаемся. То есть до того, как вас поставили в дуэт, вы, в принципе, не поддерживали никакие отношения? Нет. Софья Парис и Григорий Кучеровский – ученики школы номер 8. Познакомились в сентябре этого года. Они сразу нашли общий язык. Дуэт объединяет увлечение спортом. У Григория разряд по плаванию. Он был участником школьной команды на региональных соревнованиях по волейболу. Софья занимается волейболом и активно участвует в спортивной жизни школы. Как мы попали, если говорить об этом, то нам просто предложили в школе то, что вот новый проект, новый конкурс организовали, то есть 10-классный дуэт. И вот предложили ребятам, получается, кто хочет поучаствовать. И мы предложили свою кандидатуру. Вот. То есть вы были знакомы до этого? Нет, я сначала училась в 5-й школе, а потом перешла в 8-ю. В этом году нам выпала честь представить свою школу в 10-классном дуэте. Каждый конкурс для нас – это очередной экзамен. Но это не только волнение, но неоценимый опыт и возможность личностного роста. С чего начнем? С рассказа о себе попробуем доказать вам, что именно мы достойны победы в этом конкурсе. Парис Софья. Целеустремленный человек и всегда добивается своей цели. Ценит настоящую дружбу, честность и взаимопонимание. Она творческий человек, любит слушать музыку и умеет играть на домбре, а также увлекается рисованием, бисероплетением и сочинением стихов. Долгие годы ходила на танцы, а также занималась в танцевальном коллективе «Релакс». Сейчас Соня познает для себя новое, посещает тренировки по волейболу. Мир увлечений моей одноклассницы разнообразен. Она активно принимает участие в общественной жизни школы и движении «Первый». Ее девиз «Никогда не бойся, если у тебя что-то не получается. Предпринимай, пытайся, дерзай». Добрая, отзывчивая, веселая Софья Парис. Григорий Кучеровский. Он разносторонний человек и ведет здоровый образ жизни. Имеет первый взрослый разряд по плаванию и золотой значок ГТО. Неоднократно был победителем муниципальных и республиканских соревнований. Также в апреле 2023 года был награжден ежегодной денежной премией администрации города Инта для талантливой молодежи. Гриша не только спортивный, но и активный. Он участник волонтерской деятельности «Соцветия добра» и «Прометей». Мы нашли какие-то общие точки соприкосновения. Общий язык, так сказать. Ну да. Вот, поэтому, в принципе, хорошо повлиял конкурс, можно сказать. Участники дуэта гимназии номер 2 Ольга Румянцева и Сергей Михайлов учатся в параллельных классах. До проекта они близко не общались, но согласились представлять учреждение на конкурсе. Ольга увлекается танцами, рисованием, игрой на музыкальных инструментах. Сергей же реализует себя в спорте. В своей визитке ребята примерили на себя образ легендарного Стива Джобса и презентовали свой дуэт как новый и уникальный продукт. Мне кажется, надо попробовать проявить себя. Да, хороший способ
показаться миру. Мы ждали этого момента 16 лет, 14 дней и 15 секунд. 16. Каждый год выходит новый революционный продукт, который меняет всю индустрию. И нужно заметить, что нашим родителям крупно повезло, ведь им удалось сделать такой продукт за свою жизнь. В 2007 году они подарили миру нас. Хотя мы родились вдали от родителей. Ну, как видите, с шутками у нас проблемы. Хорошая шутеечка, братан. Мы – уникальная смесь креативности и бесполезной информации. В голове у нас постоянно бушуют идеи, которые прыгают, как бананы на горках. Мы никогда не знаем, куда они нас приведут, но это делает нашу жизнь только интереснее. Десятиклассный дуэт – это симбиоз проектов «Парень года» и «Краса Инты». В свое время они были очень популярны среди молодежи. Идея соединить самые яркие этапы этих двух шоу свежа и оригинальна. Не только девушкам, но и парням пришлось принять участие в дефиле. Конкурсантки демонстрировали на себе кокошники. А задача ребят – оттенить красоту партнерши и помочь ей в презентации. А вот следующее задание стало настоящим испытанием для девушек, но легким для парней. Спортивный этап зрелищный и достаточно сложный в реализации. Зато он дарит столько эмоций и драйва. Зрители подбадривают участников и активно болеют. Напоминаем, 160 сантиметров для юноши, 150 для девушки. Поддержим аплодисментами! Силу тела и волю к победе ребята проверяли в 5 упражнениях. Прыжки в длину и на тумбу, пресс и приседания, игра в городки. Все это они выполняли на время. Мне уже не первый раз выступать, поэтому как бы особого такого волнения нету. Приятно, когда ты выступил и весь зал аплодирует, это очень классно. Я выступаю первый раз на сцене, думаю, пройдет все хорошо, но нервничаю все равно. 2, 3. Мы, да, более спортивные, и лично, на мой взгляд, мы как-то больше общаемся друг с другом, нежели остальные дуэты. На протяжении всего проекта каждую пару курировал наставник. 3 работника Дворца культуры помогали ребятам обрести себя в творчестве и реализовать задумки на сцене. Спасибо коллегам. Антон Каминский, Александр Филиппов активно подключились к этому проекту по желанию дуэта. Они им активно помогали в плане постановок, в плане поиска материала, в подготовке необходимого этапа. Поэтому я курировал, как и в целом. Если ребята обращались ко мне за помощью, то, естественно, активно помогал. Также подключились образовательные учреждения в процессе. И вот таким вот, как сказать, коллективом совместным, да, мы готовили этот проект.
Подготовка к финалу проекта заняла продолжительное время. Не все пары смогли выдержать такой насыщенный темп, да и совмещать с учебой репетиции непросто. Но финалисты с достоинством справились с трудностями, ведь их поддерживали наставники, семьи и друзья. Очень тяжело нам было. Постоянно не хватало времени? Да. Мы же все-таки гимназия. Запомнилось то, что было очень трудно готовиться, придумывать текст особенно. Ну, то есть вот ты, когда думаешь, что про себя написать, чем ты вообще занимаешься, ты сам практически не можешь, а вот потом, если тебе кто-то помогает, например, говорит, ты пишешь, тебе говорят, ты же еще там был, ты такой, точно. Вот, и, ну и в целом, в принципе, потом как-то все получилось резко, затянуло. Сначала как-то вообще не хотелось, не было такого желания, а потом как-то застимулировалось, что ли. Ну вот поддержка близких особенно помогает, мама вот тоже помогала много. Вот. Люди поддерживают и помогают в конкурсе. Поскольку у нас были, так сказать, предфинальные этапы, да, и сам этап знакомства был с участниками, это был не кастинг, уже конкретно пришли дуэты для того, чтобы готовиться к финалу. Поэтому, как говорится, кто пришел, с теми мы и сотрудничали, работали и готовились. Здесь, наверное, поскольку у ребят мало опыта в творчестве, все-таки они талантливы. Кто-то в музыкальной школе, кто-то в хореографии, кто-то занимается вокалом, кто-то инструментами. Но вот, наверное, в таком формате это же нужно уметь существовать в дуэте, даже в дуэте. Мы часто привыкли, что я сам за себя. А здесь ты ответственен не только сам за себя, но и за своего партнера минимум. Поэтому насколько вот интересные дуэты себя сегодня проявят, это зависит от них. В нашем городе живет талантливое и одаренное молодое поколение, полное сил и идей. Юные интинцы поют и танцуют, занимаются спортом, покоряют театральные подмостки, добиваются успехов в учебе. Все они разные, и сейчас они активно ищут себя и верный жизненный путь. Этот концерт закрывает год молодежи. Нынешняя молодежь, она какая? Дерзкая. Но есть такое, да. А вы какие? Добрые, мы современные. Добрые, белые, пушистые. Да. Наличие всяких гаджетов и того, что сейчас живем в современном мире, и все сферы общества развиваются. Вообще в вашем же поколении тоже есть такие, которые в современном таком двигаются. Так что, да и у нас исключения тоже есть, например. Арсений. Жуковский. Все зависит от человека. Да. Молодежь разная. Да, смотря какая, да. Кто-то активный, кто-то сидит дома. Чем увлекаетесь? До экзаменов вообще увлекались всякими видами спорта. Да. А сейчас пока что... В театр вот ходил. Да. Долгое время. Люди же все разные, как-то по каким-то критериям оценивать тяжело прям. Их всех объединять как-то под одно. Ну какая вы молодежь? Мы? Более спортивная. Ну да, и стараемся как-то развиваться там, вот, любознательные. Все сложно. Ну, смотря кто и как, типа, разное. Ну, кто-то не очень хороший, кто-то хороший, ну, как я, например, да. Ну, да. А чем увлекается нынешняя молодежь в лице вас? Ну, именно мы. Мы, творческие люди. Да. Ну, занимаемся всем, чем можно, вот, да. На самом деле. Просто пробуем себя везде, где можно. Да, в данный момент так. В рамках проекта несколько дуэтов вошли в состав делегации творческой молодежи «Инты» и выступили в роли соведущих на поздравительном концерте на сцене Дома культуры шахтеров в Воркуте. Для них это была незабываемая поездка. Нас взяли в Воркуту, получается, мы там были ведущими вместе с ней и с еще двумя дуэтами, еще с одним дуэтом. Вот. Чему он нас учил? Не бояться сцены учил нас. Как она? Сцена подается? Подается. Да. Мы ехали в Воркуту, у нас был концерт, мы выступали мимами. В целом все хорошо прошло. Наш первый опыт был, сейчас будет второй опыт. Вот.
Творческие выступления завершали финал. Все подготовленные ребятами номера были разными по стилистике и направлениям. Здесь они пытались выразить себя и свою индивидуальность. В финале мы объединим то, что мы умеем лучше всего. Все равно то, что будет в финале, вы увидите в финале. Да. Вы подошли ответственно к этому? Да. Нам помогал Алексей Тихонов, очень много помогал. Он прям накидывал нам идеи, то можете сделать, и это. Как бы мы из отдельных пазлов так складывали все, и получилось все супер вообще, мне нравится. Каждый дуэт отличает свои особенности. Кто-то силен в актерском мастерстве и шутках, кто-то поет или танцует, играет на музыкальных инструментах и рисует. В выступлениях ребята делали акцент на своих сильных сторонах. Мы больше артистичные, у нас будет сценка, вот. И мы себя отлично чувствуем на сцене, я так скажу. Я долгошелковый учитель. Я видела. Послушай, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Начните с плохой. Я забыла хорошую. Чем белый медведь отличается от черного? Наверное, черный лучше играет в баскетбол. Наверное. Учитель, а у вас есть мечта? Да. Понятно. А ты когда-нибудь любил? Любил. Страдал? Страдал. Ходил? Ходил. Эвкалипт? Эвкалипт. Ты просто повторяешь за мной слова? Утюг. А я стих придумал. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Это же Пушкин. Где? Вот он. Привет, Пушкин! В финале самое главное, что у нас это танец будет. Вот. Как бы тоже такой спортивненький. Что за танец? Ну, типа хип-хопа. Да.
Проект «10-классный дуэт» зарядил всех ребят сильным командным духом, позитивом и стремлением развиваться. Они получили много новых впечатлений и знакомств, а также подарки от спонсоров. Главный приз шоу победителям, которых определило жюри, вручил градоначальник Владимир Киселев. Уважаемое молодое поколение инты, дорогие интинцы, завершается очередной год, который глава Республики Коми Владимир Викторович Чойба объявил годом молодежи. У нас много талантливой молодежи, которая занимается спортом, добивается успехов в учебе, танцует, поет. И я рад, что у нас такое поколение. Поэтому дерзайте, покоряйте новые вершины и, конечно же, удачи всем. Победителем становится Анастасия Смычок. Дорогие победители, сертификаты по 10 000 рублей, а также всем дуэтам тоже денежные сертификаты на 1000 рублей. Ну что ж, мы поздравляем дуэт победителей, студенты интимного филиала Воркутинского арктического горно-политехнического техникума Анастасия Смычок и Арсений Жуковский. И, конечно, крупные овации всем участникам. Анастасия Смычок и Арсений Жуковский оказались самой яркой парой конкурса. За победу в проекте они получили денежные сертификаты по 10 000 рублей каждый.